Здравствуйте, эфир телеканала «Осетия» и Рештон продолжает программа «Вечерняя смена». В студии Зарина Бабачиева, и мы в прямом эфире. Министерство природных ресурсов и экологии ежедневно мониторит места скопления бытового и строительного мусора. Специалисты ведомства проводят рейды. Не так давно ликвидировали 16 стихийных свалок во Владикавказе. Убирают скопившийся мусор и неравнодушные граждане, активисты и волонтеры. На чьей совести стихийные свалки и как не допустить их появления, обсудим сегодня. У нас в гостях главный специалист и эксперт управления государственного и экологического надзора по городу Владикавказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алан Минзаев. Здравствуйте, Алан Амурханович. Добрый. Расскажите, в каких районах ликвидировали те самые свалки? Ну, во-первых, хочу сказать, что это как бы не разовая акция. Вот эти ликвидации свалок ежегодно объявляются месячники, даже сейчас уже они называются двухмесячники по ликвидации свалок, несанкционированных мест складирования отходов, как по городу Владикавказ, так и по республике. Даже вот последние 2 года двухмесячники бывают весной и осенью. Так же, как вот и в этом году. Несмотря на пандемические, так сказать, мероприятия ограничительные, все равно эта работа проводилась. Не так давно была проведена акция под эгидой, значит, «Вода России». Производилась уборка прибрежных полос, вот, ну, в частности, у нас в республике набережную реки Терек в районе вот, Китайской водной, так скажем. Вот. Там тоже участвовали и волонтеры, и наши сотрудники. И, значит, координатор была, значит, этого движения, значит, тоже из Москвы. Значит, эта акция была проведена, и, значит, было собрано там определенное количество отходов. Если говорить конкретнее, то, значит, в этом году тоже проводилась работа весной. Вот последние работы вот завершаются, ну, завершены в основном, значит, по городу Владикавказ, как вы отметили, 16 стихийных свалок. А можно подробнее, где они находились? Я могу отметить, значит, нами были составлены письма с конкретным указанием этих вот отходов, расположение направлено главе администрации МС города Владикавказ. Письма от граждан? Нет, от нашей службы, от управления Минприроды. Направлены в главе администрации с указанием дислокации этих мест. Ну, вот некоторые могу назвать. Значит, район северо-западного кладбища, садоводчество товарищества «Наука», поселок Южный, селение Болта, западная окраина, сельское поселение, улица Пожарская, улица 3 Промышленная, поселок Спутник, район бывшей Октябрьского ДРСУ, ну и так далее. Значит, конкретно были указания этих мест, и предписано было до 27 ноября, ну, дали срок ликвидировать их. Ну, они даже раньше это, значит, в принципе, выполняют уже. И предписание было такое, что привести административные территории в надлежащее санитарное состояние. Ну, вот конкретно, как я сказал, срок до 27 ноября сего года. Алан Амурханович, такой вопрос. Во время ликвидации куда девается этот мусор? На полигон? Ликвидацию, ну, конечно же. Обычно, если вот как набережную Терек убираем, то пластиковые большие мешки собирают, это все, значит, складируют в определенном месте и потом вывозят на полигон. Вот. Также, ну, администрация, может, не всегда мешки собирает, нанимает технику, если там более-менее свалка такая масштабная, или где там отходы строительные бывают, там мешки не соберешь. Нанимают погрузчик, значит, транспорт грузовой, грузят и тоже вывозят, значит, на горполигон твердых коммунальных отходов. Кстати, он тоже как бы уже
значит, должен быть реконструирован, так скажем. Да, поступают жалобы, что особенно от жителей, кто недалеко от Гизельского круга живет. Ну, периодически бывает запах. Да, даже вот с БАМа, северо-западного района, бывает, что доходит. Ну, сейчас это стало реже намного. И запах, причем, ну, чтобы он горел, такого я не Запах могу дыма сказать. бывает. Да, но там бывают просто вот испарения, которые, ну, вот вечером горная долина ветры дуют, и они задувают периодически, ну, в сторону БАМа, так скажем. В центре это люди не ощущают или там... То есть на полигоне мусор не сжигают? Нет, конечно. Это исключено, это нарушение грубейшее. И единственное, иногда бывают, но это реже сейчас намного, когда происходит, не подожгли его кто-то, а глубинное возгорание, потому что там процессы идут, брожение и выделение газов различных, и метана и так далее. А чтобы не допускать вот эти процессы, как-то нужно перерабатывать вовремя или что с этим делать? Ну, конечно же, на полигон поступает много различных отходов, в том числе и, так скажем, которое может быть использовано как вторичное сырье. Поэтому вот, кстати, с января значит, 2021 года вступает в силу вот новый закон, когда, значит, поступающие на полигон отходы должны, ну, сортироваться автоматически, ну, или вручную, чтобы максимально извлечь вторичное сырье, которое туда поступает. Потому что, ну, тот же металл, стекло, картон, значит, пластик можно использовать вторично и, как говорится, этим самым сохранить природный ресурс, электроэнергию, воду и так далее. Это, конечно, объем переработки у нас очень, вторичного сырья очень незначительный по сравнению с Европой, не говоря уже там Японию и так далее. Вот. Но к этому вот эта мусорная реформа, которую как бы объявили вот год назад, А у нас в она республике есть направлена. вообще предприятия, которые перерабатывают мусор? Да, там же на полигоне, перед полигоном есть, значит, мусоросортировочный завод, который, в принципе, успешно работает уже не первый год. Они даже увеличили количество линий по переработке. И, значит, вот извлекают из этого мусора вторичное сырье. Брикетируют, я сам наблюдал, вот алюминиевые банки вот от там пивных бутылок, энергетиков и так далее, стекло, картон. Вот, поэтому, в принципе, они там находятся. Но вот сейчас как-то этот вопрос решался, чтобы это одно целое было. Вот и мусорный полигон, и вот сортировочная. Планировали вообще еще построить новую линию и новый полигон. Но ввиду некоторых причин, вот в этом году это не получилось, законсервировать старый полигон, так он уже тоже около 20 лет существует. Вот, насколько я знаю, землю там недалеко отвели под новый полигон. Значит, проект рекультивации старого полигона тоже разработали. Но вот работают над новым проектом полигона. Поэтому, я думаю, может быть, в будущем году этот уже вопрос двинется, и более современный полигон, отвечающий требованиям всем экологическим и нормативным, мы в Алан городе Амурханович, будем ну вот иметь. как, по-вашему, должна выглядеть система переработки мусора? То есть начиная от дома граждан и далее, чтобы не было вот этого плохого запаха потом на полигоне? Ну, если брать в целом, то, конечно, этот процесс надо начинать с бытового уровня. Вот. Значит, хотя бы разделить мусор, который накапливается в домах, на, я уже не говорю, как там в Европе или там, значит, в Японии, в Америке, там несколько фракций разделяется мусор на бытовом уровне. И за это есть какие-то льготы, оплаты коммунальных услуг и так далее. Ну, отдельно контейнер, допустим, для пластика, для металла, картон отдельно, батарейки отдельно.
Вот они очень токсичные тоже являются. Это тоже большая экологическая проблема. Вот. И люди постепенно к этому вот привыкли и пользуются для того, чтобы сохранить экологию и, значит, более чистое наследство, так скажем, для наших будущих поколений. У нас, к сожалению, вот это очень трудно идет процесс. И на первом этапе решили, значит, разделять хотя бы на две фракции, мокрую и сухую. Ну, то есть продукты, значит, питания какие-то или вот то, что является отходы пищевые и так далее, это отдельно. А все остальное, как бы твердо, так скажем, это в отдельный тоже или контейнер, или, значит, пакет. То есть картон, бумагу, стекло, металл разделить, а уже их, значит, в дальнейшем на сортировочном заводе уже легче, ну, разделить. То есть жители могут облегчить задачу работникам? Ну, да, об этом и говорится в постановлении правительства. И, значит, я думаю... А как у вы нас, считаете, готовы ли граждане разделять мусор? ну, вы знаете, не большая часть, наверное, готова. Но если... Я пока не вижу, чтобы вот как-то это активно рекламировали и вводили в жизнь, так сказать. Я уже на улицах неоднократно- можно часто встретить урны разноцветные, но мало кто обращает У внимание. нас я разноцветных не видел. Вот на Черноморском побережье я видел, это, видимо, с Олимпиады осталось, там по 4 или по 5 разного цвета, и написано там стекло, пластик там и так далее. Вот, у нас я пока такого не видел. Как-то давно еще, в 90-е годы, я еще как-то об этом рассказывал тоже, был эксперимент. Вот мы тогда тоже настаивали, чтобы раздельно. Установили эти контейнеры вот в районе Шмулевича, где вот эти корпуса. Ну, люди выбрасывали, как бы привыкали. Но потом наблюдали такое, мусоровозная подъезжает машина, и то, что разделяли, и то, что мусор, все в одно это загружали. Потом как-то это не пошло. Другой вариант я предлагал тоже еще несколько лет назад, хотя бы экспериментально сделать, вот особенно новостройки, дома, подключить к этой системе раздельного сбора мусора. Вот, чтобы как люди вселились, уже привыкали к этому. Вот. Ну, хотя бы на уровне действительно урны установить разного цвета или там, значит, с надписями там для одного, для другого, для третьего. Ну, тоже, по идее, это же не такая масштабная задача и не затратная финансово. Почему-то никак ни администрация, ни другие Ну, если службы. говорить о тех самых стихийных свалках, там указывается, что был и строительный мусор. Куда гражданам девать строительный мусор? То есть можно кого-то вызвать, чтобы его вывозили? Ну да, количество строительного мусора, конечно, немалое. Мусор вообще, виды его очень многообразные. И один из самых масштабных и таких тяжелых для транспортировки и вывозки – это строительный. Вот сейчас, особенно новостроек много у нас в городе. Это вроде хорошо, жилье новое современно строится. Однако оно-то сдается как бы в таком состоянии, что люди сами вынуждены делать там дальнейший ремонт. Да. Вот. И порой вот это весь ремонт, который там что-то разбивает, стены или меняет там что-то, все это вываливают в лучшем случае около своего подъезда, этого дома нового и так далее. А то и вывозят где-то к дороге или к набережной Терека, или там в район кладбищ. Вот у нас здесь указано тоже вот это в этих списках свалок несанкционированных. Поэтому я хотел бы обратиться к гражданам нашим, вот, чтобы цивилизованно к этому вопросу подходили. Я понимаю, ремонт делают, но для этого есть специальные службы в той же ВМБУ спецэкосервис, которая занимается уборкой по городу. Вот, они находятся на Ристонской, где, так скажем, Железная Фатима. Ну, раньше там и было оно всю жизнь, спецавтохозяйство. Там можно заказать транспорт,
принципе, сейчас проблемы нет. Есть и, значит, много услуг транспортных, которые перевозят и погрузят вам и вывезут. А вот так, чтобы бросить, я призываю Обращусь к граждан телезрителям, они отказаться. могут задавать вопросы в прямом эфире. Наш телефон 72 28 86. Будем Пожалуйста. ждать вопросы. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела в районах республики? Ну, в районах республики тоже проблем хватает, как говорится, вот этих мусорных, так скажем. Но я должен сказать, что там положительные моменты тоже есть. Еще несколько лет назад, значит, Минприроды организовала закупку бункеров мусорных и установку их почти во всех районах. Кроме того, даже мусоровозные машины для этих районов были приобретены. Вот. Но вот проблема отдыхающих наших, так скажем, которые едут тут за город, значит, на берега рек, вот Кубанское ущелье, там, в сторону Кармадона и так далее, вот оставляет, как говорится, желать лучшего культура, вот это общение с природой нашей. Потому что после них, уже сколько раз я говорил, тоже пешком сейчас не ходит никто, с рюкзаками за плечами, это редкие люди. Все едут на машинах, ну какая проблема собрать после себя вот эти пластиковые тарелки, бумагу и, значит, положить в багажник и до ближайшего контейнера, значит, отвезти. К сожалению, вот в основном это молодежь этим страдает, как говорится, не знаю. Я когда редко, но бывает, попадаю загородные куда-то вот, так за другими собираю вот. Потому что, ну, не могу смотреть, Да, такая да. грязь. За И другими активисты и товарищи, волонтеры приятели собирают. мои сначала смеялись, что ты чужой мусор убираешь. Потом сами стали это делать, потому что, ну, как сказать... Да, неприятно находиться в таком неприятно месте. и некрасиво это. Ну вот недавно убрали мусор и в Даргавсе, хотя там есть котлован специально для мусора. Однако игнорируют. Ну, знаете, люди тоже вот, бывает, что говорить даже, где Даргавс, где там сельские поселения или другие. В городе даже вот многоквартирный дом, значит, в шаговой доступности мусорные контейнеры нет, выйдет около подъезда бросит, под стол бросит. Вот. Я уже вот в своем доме там раньше, ну сейчас вроде как-то так перестали, как раньше. Алан Уже даже Муханович, написал на столбе объявление, бросил, не забудь хрюкнуть. Нет, хрюкает и вы бросает. сами написали? Да, на столбе наклеил. Алан Мурханович, прерву вас. У нас телефонный звонок. Пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы рассказать историю. Этим летом ехала с Ягдона, и свой мусор мы привезли в город только по той причине, что по дороге не было ни одного мусорного бака. Что делать в такой ситуации, к кому обращаться? На ком ответственность за установку мусорных баков? Ну, в селах как бы там в основном не мусорные баки, а работают, как называется, типа в городе вот эта служба тоже по свистку. То есть машина объезжает по улицам и привозит. Но мусорные баки тоже, бункеры в основном, не везде в селах, конечно, но установлены. Но я так понял, что вот, девушка предлагает, чтобы по трассам По установили. трассам, да. Да. Вот такой вопрос. Стоят ли у нас на трассах? На трассах как таковых бункеров я не вижу, но на въезде вот какие-то районы, там могут быть они установлены. Потому что, ну а какая проблема, если человек погрузил машину или вот до города довести, или там до населенного пункта где-то? Я не думаю, что... Я в город везу этот мусор, в принципе, если... чем его там оставлять. Ну, здесь, конечно, тоже надо бы это вот более активно. Мы предлагали тоже установить на въезде вот в ущелье Кубанское, там, Кармадонское, Куртатинское, в эти баки. Ну, как-то устанавливать, то ли их воровали, то ли что-то, я не знаю.
И вот это вот не совсем получилось. Поэтому в крайнем случае не разбрасывать этот мусор. Если вам тяжело его привезти в город, наполнить этот значит, мешок или пакет и где-то вдоль трассы, где там есть какие-то магазины, пункты, оставьте там вывезут. Чем разбросанный мусор оставлять, значит, на природе. Предлагаю вернуться к городу. Скажите, как часто убираются наши мусорные баки? И жалуются еще, что сам мусорный бак часто выглядит очень некрасиво. К вот. тому же бывает переполнен прям с утра. Ну, я вам так скажу, работа по вывозке мусора значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом, когда, значит, там работала структура «Экоальянс». Вот, поменяли, они не выполняли свои обязательства, и даже вот суд взыскал с них, значит, более 100 миллионов рублей за невыполнение обязательств. Недавно состоялся этот суд. Работает МУП, спецэкосервис, вот эта служба. Я сам утром, часто, особенно в летнее время, рано встаю и наблюдаю, значит, с 5 утра, а то и раньше, значит, они убирают мусор по городу. Надо отдать должное, добросовестно. Значит, одна бригада выгружает контейнеры, другие позже приезжают и забирают негабаритный мусор. Вот. Третьи картон отдельно объезжают, я вот смотрю, наблюдаю тоже. Картон загружают. Некоторые говорят, вот там коробки валяются. Но это коробки картона, это как их специально отложили, чтобы, значит, потом их использовать для переработки. Во-первых, и бункер, и контейнеры не переполняются, а то бумажный картон сразу наполняется, и остальные отходы тяжело тогда. Алан Амурханович, у нас еще один звонок. Пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Да. Да-да. Мы вас слышим. Да, с Моздока я вот звоню вам. Очень приятно. Задавайте вопрос. Я вот хотел бы спросить, вот не легче было бы, вот как при советской власти было, пришел в магазин, сдал бутылку или сдал этот картон, тот, макулатуру. Ну, мы поняли ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Да, конечно, как товарищ говорит, в советском прошлом это налажена была система, даже и пионеры, и дети собирали металлолом, макулатуру, это все использовалось. К сожалению, сейчас вот эта система разбалансирована и слабо работает. Но тогда было, допустим, даже вот если стекло брать, вот бутылки стеклянные, они были одинаковы для всех стран-членов СЭФ, Совета экономического значит, А есть ли у нас сейчас такие то есть бутылка службы? была одинаковая, вот что в СССР, что в Германии, что в Чехословакии, и она использовалась многократно. Вот. Сейчас же посмотрите, что не какая-то вода, или там, я уже не говорю, какие-то алкогольные продукты, у всех эксклюзивные отдельные бутылки. Они все разные, многообразные. И невозможно как бы использовать, чтобы их вторично собирать, столько видов их различных, что кто возьмется это делать. Поэтому, вот как товарищ говорит, сдавать, как раньше, это вот очень сложно. Но единственное, можно, конечно, использовать их как на стеклобой и, значит, на переработку. Но, видите, у нас... То есть у нас никто не принимает сейчас стекло, макулатуру? Нет, вот еще лет, я не знаю, 5 назад это было, сейчас... Нет, макулатуру, картон в основном еще берут. А вот... И еще вы сказали о батарейках и батарейки, подобные. да, это тоже такая проблема очень актуальная, экологическая. А скажите, если знаете пункты, куда сдавать?
Насколько я знаю, вот было первое открыто в Министерстве сельского хозяйства вот на Армянской. Потом в супермаркетах Стейтон есть. Если я не ошибаюсь, вот в столице тоже. Значит, поэтому это тоже такое, значит, дело. Единственный был завод Челябинский, который их перерабатывал. Сейчас, по-моему, еще какой-то завод открыли. А чем опасны батарейки отхода? Ну, там в них содержится кислота, которая, значит, разъедает, она едкая. И вот одна батарейка, я вот сейчас не помню, около 10 квадратных метров может загрязнить окружающую среду. Понимаете? Поэтому они очень токсичные. И так же, как вот аккумуляторы. Вот. Но это вопрос. Ртутные лампы отработанные. Тоже это, значит, первый класс опасности токсичные. Отходов очень много, и они имеют класс опасности. Вот. Поэтому наиболее вредно это первый, второй класс опасности. Вот так по нисходящей до 5-го класса. Алан Амурханович, если граждане заметили где-то стихийную свалку или мусор, который вовремя не убрали, Ну. куда обращаться? Ну, можно звонить к нам, на зеленую линию обращаться. Можно звонить в администрацию. Значит, там тоже есть К вам это в административное- Министерство природных ресурсов Министерство и экологии. природных ресурсов и экологии, да. Роспотребнадзор, в принципе, тоже этим заниматься должен, особенно если это связано с какими-то там ну, пищевые отходы, или там бывает и трупы животных выбрасывают, и, значит, каких-то, значит, погибших животных. Вот. Поэтому, если с этим связано, то это Роспотребнадзор, на улице Тельмана находится. Если свалки, значит, просьба еще к жителям. Если вы увидите, что несанкционированно где-то выгружает тот же строительный мусор или бытовой, не будьте равнодушными. Сфотографируйте, сейчас у каждого есть телефон, чтобы было видно машину, время, дату. И нам легче будет потом найти и наказать виновного. Понимаете? Чтобы неповадно было другим. И вот это через вашу передачу даже можно показать негативные вот эти явления. И К нам поступил звонок, вот, жалуются, что на Зусова 3/5 протекают мусорные баки. Опять же, куда? что, протекают? Да, продырявлены. А что значит протекают? Там жидкие отходы, что ли? Видимо, так. Дзусова 3/5? Старые, старые Общежитие? баки. А, в смысле старые баки? Мгм, да, Сейчас их как-то вроде бы- заменяют? Ну, конечно, в основном вот эти вот новые баки современные, или пластиковые, или вот как оцинкованные они. Вот. Ну, А куда обратиться я заеду. гражданам? Ну, это в Опять же. администрацию. Вот такие же баки сейчас везде в городе, видите? Наверное, какие-то улицы остались еще. Вот. А в основном А меняют их. И каждый год скажите- закупают, насколько я знаю. Алан Амурханович, Да. а есть ли какие-то правила установки вот подобных баков в городе? То есть, чтобы они и не Конечно. портили внешний вид города? Конечно, внешний вид это одно, и вот видите, экраном закрыты вот они могут быть, и вот на них крышки были когда-то, но у нас не пользуются, эти вот срезали крышки, ну они как бы современные эти баки. От пластиков тоже постепенно отказываются, потому что бывает, что возгорается, и они выходят из строя, а эти более надежные и крепкие. Вот, теперь имеет значение установка этих баков. Значит, этим занимается Роспотребнадзор совместно с администрацией, ну, возможно, с нашим участием, потому что расстояние от жилья, жилого дома, этих баков тоже определенно есть, там 20 метров, по-моему. Вот, поэтому и удаленность тоже должна быть не километры, там, не 100 метров, там 50 метров. Поэтому установка баков тоже она должна быть согласована. Вот. Бывает, что вот люди жалуются, что вот тут под окнами установили и так далее. Ну, бывают места, где, вот, конечно, сложно подобрать. Дальше поставишь, люди будут лениться, будут кидать, понимаете? Близко поставишь, кого-то это не устраивает, поэтому как-то надо вот компромисс находить.
Алан Вот. Амурханович, спасибо, что были сегодня с нами. Ну, проблем очень много, извините. Мы затронули только верхний пласт, поэтому еще раз Вы можете обращаюсь. обратиться к зрителям, чтобы Да, они были... я хотел еще раз обратиться, что, значит, любите свой город, у нас прекрасный город, прекрасная республика, природа. И зависит от нас, как мы ее сохраним, как, значит, наш город будет выглядеть. Поэтому просьба к всем не мусорить, не выбрасывать, быть неравнодушным к чистоте и к порядку, и, значит, к нашей экологии, которая нас всех объединяет. Спасибо большое, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. А мы уходим на маленькую рекламу. Мы продолжаем эфир вечерней смены. Хор Северо-Остинского государственного педагогического института «Алутон» стал победителем окружного этапа Всероссийского хорового конкурса. Как удалось пройти испытания, как проходит подготовка к финалу и как же зародился хор «Алутон», узнаем сегодня. У нас в гостях художественный руководитель хора Людмила Мамукова и участники Алана Хадикова и Зарина Кабулова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам подробнее про этот конкурс. И, насколько я знаю, вы не впервые уже участвуете и даже получали гран-при. Расскажите, откуда у вас вот это вот стремление участвовать вновь и вновь? Ну, можно я, да, скажу? Да, конечно, девочки, конечно, если Людмила разрешите? Сергеевна. Ну, этот конкурс «Всероссийский хоровой фестиваль», он уже проходит 4-й раз. И интересно то, что ежегодно меняются номинации, то есть народные направления и академическое направление. И мы стараемся участвовать в каждой из этой номинаций, потому что этот конкурс нам дает возможность увидеть границы российского хорового искусства. То есть мы проходим постоянно республиканский этап, потом окружной. И финальный этап бывает необыкновенно интересно проходит, потому что туда приезжают все лучшие коллективы России. Далее это бывает сводный хор, это бывает с участием оркестров лучших, солистов Большого театра и так далее, и так далее. Или если это номинация народная, то мы соприкасаемся с таким выдающимся коллективом, как хор имени Пятницкого, то есть или там казачий хор кубанских казаков. То есть итог бывает всегда настолько интересен, и он настолько расширяет кругозор и желание продолжать расти в творческом смысле, что мы не упускаем возможности. Хотя из 4 раз мы были 4 в Москве, вот, и 3 стали лауреатами и даже обладателями гран-при. Стали в академической номинации. Это для нас было, конечно, большое достижение, и мы горды, что нам удалось качественно выступить и представить свою республику. И не только республику как представители этой республики, как мы повезли хоровую музыку, которая тоже высочайшего уровня. Мы пели «Мады Майрам» Тамерлана Хусроева, мы пели попурри на тему осетинской национальной музыки, мы пели Насонова «Семь братьев Газдановых». И, то есть не только сами участвовали, показывали качество пения, но еще и свой музыкальный материал преподносили. И поэтому для нас это всегда желанное участие, скажем так. И каждый раз у нас и расширяется коллектив, и обновляется, появляются новые хористы. Поэтому, мне кажется, для молодежи это очень важно. Понимать, какой уровень и к чему стремиться. Поэтому мы стараемся всегда принимать участие. А после получения гран-при все-таки к чему еще стремиться? После получения гран-при и вообще после получения лауреатства 1-й степени, это очень сложно стремиться удержать, стремиться удивить опять чем-то. Это самая сложная работа, пожалуй. То есть вы стараетесь соответствовать этому? Да, обязательно.
И стараемся не только как бы на республиканском уровне, но стараемся изучать уровень хорового искусства вообще в мире, скажем так, и стараться как-то привносить уже новые направления и сохранять уровень. Мгм. Говоря о хоровом искусстве в мире, вы, наверное, слышали, как выступали другие конкурсанты. Там были участники из Чеченской республики, из Кабардино-Балкарии, из Дагестана. Скажите, вы заметили какое-то сходство в вашем исполнении, в исполнении других конкурсантов? Возможно, это какие-то кавказские мотивы одинаковые, либо отличительные черты какие-то? Ну, я буду говорить об окружном. Судя по перечню коллективов, речь идет об окружном этом фестивале. Что я хочу сказать? Бесспорно, есть интонационное сходство, бесспорно, но я скажу просто словами Владимира Минина, который оценил коллективы хоровые, где принимали участие не только наш хор, это был и колледжа искусств Гергиева хор, это был Ольги Джанаевой хор, Арион тоже участвовали. Мы 3 коллектива представляли не вот в последнем конкурсе, а где-то 2 года тому назад в Дагестане, в Чечне. И он, его словами скажу, он сказал, что Осетия – это высокая культура. Вот так он отметил наше сценическое мастерство, наше достойное представление хорового искусства республики. И чеченцы так, это вы знаете, что сказал Владимир Минин? Он сказал, что осетины очень культурны, высокая культура. Ну, и нам было это, конечно, приятно. То есть, может быть, музыкальное сходство, бесспорно, какое-то интонационное есть, такое поверхностное, скажем так. Но содержательный, мне кажется, по содержанию, по уровню сдержанности, по уровню благородства исполнительского, мне кажется, что наша республика, она отличается. Если серьезно и глубоко изучать и смотреть, слушать, вернее, музыку нашу. Мне кажется, так. Ваш коллектив «Алут», он существует больше 15 лет, да? насколько Может я быть, знаю? даже и более. Но сейчас уже трудно мне сказать, да. И вот мне интересно, откуда такое название? Ну, мы считали, что на тот момент, сейчас бы, может быть, нам хотелось бы что-то и поменять, потому что состав меняется. Тогда был только мужской состав у нас. И, естественно, из нардского эпоса напиток, который оживляет и который придает силы и так далее, и так далее. И вот мы поэтому такое название выбрали, потому что хотелось, чтобы это было символично. Алана, Зарина, расскажите, как вы попали в коллектив? На самом деле, вот как вы сказали, что хор существует более 15 лет, мой брат пел в этом хоре, я первый раз как раз услышала о Людмиле Сергеевне именно от своего брата. Сама я начала петь 3-й год, уже как 3-й год, когда поступила в пединститут. И так мы познакомились уже лично с Людмилой Сергеевной. С ней очень интересно, на самом деле. Да, вот расскажите, какой она педагог? На самом деле она очень грамотный педагог. За свою студенческую жизнь ни разу я не слышала, чтобы она лично меня или вот поругала, или сказала какое-то огорчительное слово для меня. На самом деле очень тактичный и прекрасный педагог высокого уровня. Алана, а как вы оказались в коллективе «Алутон»? Я закончила училище искусств, народное отделение. А потом хотела поступить на эстрадный вокал, потому что всегда хотела петь. И не буду говорить, куда я поступала, но, в общем, меня не взяли и сказали, зачем тебе это надо. Я бросила петь и поступила на факультет управления в пединститут. А там факультет свободного развития. Я как попала к Людмиле Сергеевне, и, я год не пела. А потом, когда познакомилась уже с Людмилой Сергеевной, с ней пришлось запеть. Людмила Сергеевна, вы раскрыли талант. Да нет, они на самом деле талантливые, бесспорно, потому что Зарина закончила еще училище имени Гергиева, колледж имени Гергиева, да, но к нам она пришла просто на бакалавр, уже на следующий этап. Тоже очень способный музыкальный человек. Алана, так это вообще талант. Когда она к нам пришла, то мы всегда, она была нашей, как бы, среди ребят и одна солистка. И это, в общем-то, конечно, мне кажется, что это здорово, что
они себя как-то, ну, получают удовольствие от того, что они делают. Это уже, мне кажется, очень хорошо. Мгм. Вы выступаете на разных площадках нашей страны. У нас есть фрагменты, можем посмотреть выступление из Сочи. Либо это... Да-да-да, из Сочи посмотрим. Людмила Сергеевна, расскажите, что это за выступление? Ну, из всей нашей творческой жизни это, наверное, самое яркое, не как выступление, а самое ценное участие, которое мы приняли. Это всемирные хоровые игры. Мы были туда приглашены на церемонию закрытия, потому что в силу отсутствия финансов мы не смогли попасть. Нам не выделили возможность финансовую, потому что там все было не на рублях, скажем так, да, а счет шел долларами. И республика не нашла возможность нас туда отправить из-за финансовой невозможности, скажем так. И вдруг мне позвонили с Министерства департамента культуры России и попросили участия нашего. Я, конечно, была очень удивлена. Я говорю, мы не можем, у нас нет. Мы вас приглашаем только на церемонию закрытия. Представить Северный Кавказ. Каким образом это получилось? Владимир Минин нас видел на конкурсе вот в Чечне, о чем мы говорили до этого. И на совещании, когда готовились всемирные хоровые игры, мы понимаем, что такое всемирные хоровые игры. То есть там все абсолютно страны выступали отдельно, а потом пели сводный хор был иностранцев, и сводный хор был России. И только 3 коллектива были удостоены чести сольного выступления. И нас решили представить как представителей Северного Кавказа. И вместе с нами на этой сцене выступал кубанский хор под руководством Захарченко и хор Пятницкого. Вы себе представляете, какая-то ответственность? Скажу честно, сегодня можно об этом сказать, когда мы пришли на репетицию, то уже ребята так были шокированы от уровня певческого, ну, кубанского, казачьего и так далее, репетиции, что они уже мне там шептали, может, мы обратно уйдем. То есть это первое вот их такое очень достойное выступление. И, в общем-то, мне кажется, это была для нас просто удивительная поездка, не говоря уже о впечатлениях, которые получили они все. Алана, поделись впечатлениями, расскажи, каково выступать на такой огромной площадке. Ну, честно говоря, на сегодняшний день это самое волнительное выступление для меня. Ну, там масштаб просто огромный. Да, после там... вот этого казачьего хора, мы выходили после хора Пятницкого. Это вы представляете, декорации, танцы, там русская печь у них живая и так далее, и так далее. Наполнена была вся сцена. И вдруг разбитые наши башни сзади, и вот это вот сухое, такое сдержанное и малочисленный состав. Там, наверное, я не знаю, 10 или 12 человек у нас было, что ли, и девушка-солистка. Ну, мне кажется, это вот на контрасте сработало качественно. В общем-то, нас как бы приметили тогда. А вот на экране мы сейчас, это вы где выступаете, мы видим? А это московское наше выступление. Тоже предлагаю посмотреть.
Людмила Сергеевна, а сколько человек на сегодняшний день у вас в хоре? Вы знаете, у нас нестабильный состав, потому что когда мы готовили вот последнюю запись вот, онлайн, то сразу резко у нас не пришло 7 человек заболело. Вот сегодня мы репетировали, и очень качественно все звучало. А на второй день, когда нужно было записывать, 7 человек отсутствовало. Поэтому у нас цифры все время колеблятся. Ну, в общем-то, в основном 25-30 бывает, когда мы... И еще зависит все это, конечно же, от того, на какой уровень мы готовимся. Когда мы готовимся уже на финальный этап, то мы подключаем и всех своих бывших певцов и так далее. У нас, например, девушка есть, которая учится на факультете журналистики в Краснодаре, и онлайн она учит партии, и приезжает, и всегда участвует. То есть у нас все виды современного, наверное, образовательного процесса, и без пандемии мы уже как-то включали процесс этот. А подробнее о вашем репертуаре, у вас есть народные песни? К великому сожалению, репертуарная политика – это сложная политика. Именно речь идет о национальной музыке, потому что есть какие-то записи и так далее, но мы все время импровизируем. Мы все время… Вот вы видели фрагмент предыдущий. Это Булат Газдан, это музыка Булата Газданова, она посвящена военной теме. И для того, так как в нашу композицию нельзя было такое настроение внести, то мы, например, слоги стали использовать. То есть все время мы делаю обработки, естественно, согласно тому, какой состав. И всегда у нас, мы стараемся каждое выступление привнести что-то новое. Это обязательно. Можем посмотреть еще одно. Расскажите, это народная песня? Это да, песня посвящена Вере Салбиевой, и она исполнялась когда-то Ардонским народным хором. И спасибо Зое Николаевне Газаевой, которая иногда, как бы, ну, когда к ней обращаешься, она предоставляет какие-то старые записи. И вот нам очень хотелось петь это произведение, и, естественно, оно только в исполнении мужского героического хора. Но когда есть состав смешанный, то хочется, конечно же, дать возможность этому музыкальному материалу ожить в других красках. И поэтому это было сделано переложение мое тоже. И вот эта девочка, которая начинает петь, это совсем начинающая у нас солистка, потому что мы пробуем ее. И вот сейчас она как бы военная тематика, и она очень хорошо чувствует дух, скажем так, эмоционально насыщена, с большой отдачей. И поэтому как бы я ее использовала вот здесь, именно такой призывный какой-то голос такой. Ну, впереди у вас финал всероссийского хорового конкурса. Готовы? Ну, пока еще не совсем, конечно. Вот, но сейчас мы будем, да, будем работать над этим, конечно. А вы поедете в Москву, либо это опять же будет дистанционное? Мы боимся и не желаем, чтобы это было дистанционно. Не желаем этого, потому что всегда коллектив в поездках, он оживает, и это бывает столько впечатлений, конечно, тем более учитывая, что все молодые и задорные, и поющие, и играющие, и Хочется танцующие. показать себя, да? Поэтому, да, поэтому нам бы хотелось, чтобы это была поездка. Да. Спасибо большое, что были сегодня у нас. Желаю вам удачи в финале. Это была вечерняя смена. До скорого.